За моей спиной находится территория хлебозавода и предприятия «Горсвет». Вот мы наблюдаем, что сейчас здание хлебозавода оформляется тканью с изображением его профиля. И уже сейчас можно посмотреть, как хлебозавод мог бы выглядеть, если бы мы сделали реставрацию. Но по имеющимся неофициальным сведениям, горисполкомом принято решение о его сносе. Также мы вот сейчас наблюдаем, рядом здесь находится забор такой зелененький. Он включает в себя всю территорию предприятия «Горсвет» и часть территории хлебозавода. На нем запланировано строительство просветительского центра для детей и молодежи. И есть такая одна особенность, что эта территория будет носить такой довольно закрытый характер. То есть будет огорожена забором, и к нему будет достаточно ограниченный доступ. Наше предложение инициативной группы по сохранению этой территории сводится к следующему. Мы предлагаем, чтобы здесь было произведено благоустройство и эту территорию включить в такой общекультурный контекст. Вот если посмотреть вокруг, рядом с нами находятся два здания школы искусств, одно из которых имеет очень такой презентативный вид, выполненное из красного кирпича. Второе здание находится на улице Ленинской, занимает первый этаж этажа школы искусств. И хотелось бы сказать вот такую вещь. У нас в центре города улица Ленинская, она является такой основной общественной артерией. Но она выглядит, по сути, как труба. Нету ни одного дворика, ни одного какого-то такого скверика в исторической части, в самом центре города, где можно было бы посидеть там, в теньке, там, на скамеечке. И вот данная территория – это единственное место в городе, которое можно использовать для общедоступных общественных целей. Здесь же проходят у нас и основные мероприятия по празднованию Дня города. И что происходит? Выставлены вдоль улицы торговые и всякие ряды, в смысле этих культур, а в принципе такой проходной туннель люди ходят туда и обратно. А было бы очень хорошо, если бы такую организовали связь между улицей Ленинской и улицей Первомайской и сделали здесь такую площадку дополнительную, где можно было бы проводить все эти мероприятия. А культурно-просветительский центр, мы не против его строительства. Его просто можно построить в другом месте. И не обязательно это строить в центре города такое ультрасовременное общественное здание. Здесь нужно проводить реставрационные работы больше. Здесь сохранять историю культурное наследие, потому что это один из путей привлечения туристов в город. То есть развитие туристического туризма в качестве дополнительной статьи дохода для бюджета. Рядом же находится картинная галерея Белинского-Бирули. Ее только недавно открыли для посещения. Тут же находится музей МЧС. И здесь вся это пространство, оно напрашивается, что оно должно быть таким площадкой общедоступной для всех горожан. И эти планы по строительству такого закрытого учреждения, они лишают большинство горожан возможности пользоваться этой территорией. И поэтому мы предлагаем иное его использование, потому что это единственное место в городе, в историческом центре, где можно расширить общественное пространство для жителей города. Это здание имеет многоэтажную структуру, и использовалось оно как производственное помещение, то есть на такие большие площади. Тем более, что оно построено было в конце 30-х годов, и мы явно видим, что это стиль советского конструктивизма, которого уже очень мало где сохранилось. Рядом находится здание кинотеатра «Червоная зорька». Оно имеет охранный статус и выполнено в том же стиле советского конструктивизма. И также гостиница. Это могло бы работать как комплекс зданий такой исторической застройки. То есть на сегодняшний день это уже историко-культурная ценность. И оно нуждается в сохранении, в каком-то ином его использовании. До последнего времени это здание принадлежало компания «Домочань». И сейчас насколько мне известно, по неофициальным данным, что принято решение о его сносе. Наше предложение его сохранить, просто благоустроить территорию, отремонтировать,
здание и использовать его как картинную галерею, как мастерские художников. Ну, мы в настоящее время уже 2 года как эту тему развиваем через интернет, то есть открытые страницы в интернете, арт-простора «Хлебозавод номер 2», а также постоянно ведем переписку с административными органами власти о том, чтобы эту территорию сохранить. Но до настоящего времени такого, диалога, при котором можно было бы обсуждать этот вопрос, особо не получается. Потому что мы видим, что принимаются решения о строительстве, то есть понимания особого пока нет. У нас є практика, певні виніки представляємо на бумагі, відправляємо в виконком, у нас мы замечаемся. В интернете замечаемся, зрозуміло, СМІ, все. Да, какие-то выники обмеркования. Какие выники будут, зрозуміло, неведомо. Как будут развиваться события в дальнейшем, что там будет строиться учреждение даже не для всех, а для такой сугубо ограниченной части горожан. То есть сам этот забор на огромную территорию, гектар это самое целое. Вот. И как показывают сам же этот фонд Авлер, он от таких центров построил где-то порядка 100 на постсоветском пространстве. И все их функциональное использование сводится к тому, чтобы обслуживать религиозный туризм. То есть, соответственно, там должно быть, присутствовать и какие-то молельные всякие там. Православные? Это нет, еврейские образовательные центры. Планировалось, что это будет пешеходная зона, которая будет звучать поміж собой, я еще покажу, Великую Садовую, я буду користатися теми назвами, и Днепровский проспект. Она повинна была пешеходная, сквозная улица, которая повинна была идти вот отсюда от музея Галининского Бюрулі и выходить вот поміж гандлёвым центром Днепро и жилым будинком. Уздовж гэтай пешеходной сквозной вулицы був вельми цікавий проєкт двохпавярхового будинку, звісно, побудований у стилі еклектики, але нейкими рисами тих архітектурних побудов, які були тут. В основному ця забудова була так само, вона стояла кришку збоку, вона суцельна йшла рядами, і планувалося, щоб якийсь гандльово-забавляльний центр, что люди пришли отпочить, проходят по пешеходной зоне и максимум наведать. Это был просто малюнок. У той час якраз розпочалася праця по тому, как заховывать хлебозавод, и я пропонував у свой час, Олесь Ветка, такой малюнок подрахтовала громадскость. Я сёння быў запрошаны на паседжанне грамадскага магістрата. Ініцыятыву выявіў запрасіць мяне ў якасці такога эксперта ў сферы аховы спадчыны Зміцер Салаўёў. Я зацікавіўся гэтай прапановай, таму што тут жа ж і шмат у гарадскім магістраце і сяброў беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў, якія ўваходзяць менавіта ў Магілёўскую областную структуру. И просто так як я займаюсь перыядычна і вельмі плотна магілёўскімі праблемамі, я вырашыў не ігнараваць гэтае мерапрыемства, прыехаць, і разабрацца сапраўды в сітуацыі з хлебзаводам, паглядзець, якія матэрыялы напрацаваны, што можна рабіць. Я бачу, што пака ёсць жаданне яго захоўваць, ўсё будзе далей залежыць ад канкрэтных ужо паступовых крокаў, бо сапраўды без фармалізацыі гэтага працэса, без легітымізацыі гэтага будынка ў якасці помніка цяжка будзе яго захаваць. І то гэта такая мера, полумера, тому што сапраўды гэта і вельмі сур'ёзнае капіталаўкладанне, гэта трэба прыдумваць функцыю. Адным словам, шчыра кажучы, я бачу жаданне, но покуль я яшчэ асабіста не бачу шляху рэалізацыі. Головный ход будет тут. Насупрать его непонятная ТЭП, стенка, где расстреливали в 30-е годы, какая-то стоянка, что выкликало непоразумение. Все эти фасады не самые приватные. Тоже все казали, что у вас за увоход центральный во двор.
Ну, для них это было не принципово. Для их самого головного вот это помешкание для моления, я так разумел. А вот, для надо было заховать. Здесь что-то будет. Это вот пляцовочка для детей. А вот далее вы бачите, что будет. Я как раз и хотел показать на месте этого хлебозавода. На месте хлебозавода по этому проекту, что вот тут проектировано здание Осветницкого центра, запланован сквер, который вы так хотели. И вот тут какое-то здание общественного назначения перспективы. Что это за будинок? Как? Ну вот говорят, что вот люди будут идти с Великой Садовой по пешеходной. Тут немножко они как бы свернут через сквер. Тут перепад. Здесь арка в укса будинку. Это для машины. Вот здесь вот через узенький переход. Проход такой в доме можно будет выйти на Дніпровський проспект. Вот яким чином на сьогоднішній день бачиться перспектива забудови простора поміж Великой Садовой и Днепровским. Конечно же, бизнесмены Сервалюкс Агро и Орарвнер, они сыграли очень чисто, никаких вкладаний, они получают чистое помешкание, чистую площадь. Им пропоновали взять завод, они сказали, на вождь. Им было сказано разместить свой культурный центр где? В заводе, нет таких проблем. Есть удобный трехповерховый будинок, вы его показывали, размещайте там. Их не устраивает, потому что капиталовкладание вельми велизарнейшее. Они чисто лоббирующие каким-то образом получают в центре города чистую пляцовку со всеми коммунальными послугами, и которые ничего им не заминает будовать. Ни статус помника, А по мерам пляцовка? ни историчная часть. Коли мы не напишем, кто будет уластником будинка, коли мы не напишем объем инвестиций и где эти инвестиции брать, коли мы не напишем, не распишем и прозрыстно не распишем функцию будинка и кто у кого на балансе будет будинок, пока мы не дадим хотя бы элементарно вот это эскизный проект, с нами никто размовлять не будет. Все собралось громадство, инициатором выступила инициатива громадский магистрат, и абсолютно с разных социальных слоев, с разных людей, разные эксперты, які выказывали свою думку, и эту думку как бы пришли как агульную основу, что все ж таки этот будинок корыстный для города и его необходимо заховывать. Может быть такая речь, что если будинок сносится, то никто вам не гарантует, что там будет построен пригожий будинок. Да. Приклад культурно-осветительского центра. Там может быть почвара, а может быть гораздо лучше. Я только чув от нескольких організацій, що нам би хорошо мати як цех Мінського. Справа в тім, що якраз яни всі кажуть, ці організації, Петрович, театр, там мастаки, майстри, кажуть, да, нам треба. Коли к їм звертаєшся, давайте конкретно займатися, ось допоможіть нам з тими, ну, які, я там, щира майстерня, вони там зареєстровані, у них там є досвід ось цих помешкань, все, тишина, ніхто не хоче нічого. Леонід, дякую, що нас собрав. Серйозно, я от А я вот не завсюди думаю, Так он, шкода он мне в есть. конце, что я пришел к цене. Вот Да. когда мне шкода, Я не ведаю, вот что мне там не шкода, может. что я пришел. И тем Для меня этот будинок стал больше родным. И в любой выпадку ты молодчина, что нас собрал. Выники этого стола, не глядячи на то, что довольно скептично люди ставилися до магчимості вирішення питання заховання этого будинка, все ж таки виніки становчі. Громадський магістрат, посідження громадського магістрата, це кульний стол, підтримав громадськість в сфері заховання этого будинка. Ось, і вирішили накерувати владам переглядіти питання об зносі цього будинку з можливістю перетворити його в некий корисний громадський помешкання, корисний громадський якийсь центр.